Меня зовут Исмаил Даиров, я являюсь директором регионального горного центра Центральной Азии, который базируется в городе Бишкек. Я в водном процессе с 2003 года. Здесь вот я помню первую конференцию, когда организовывалась нынешним министром иностранных дел Сираджиддином Асловым. Мы с ним сотрудничаем, мы знаем друг друга. Я помню, и вот я много раз приезжал сюда, в Душанбе, я видел, что с каждым разом уровень организации все больше, больше. Он все больше наполняется таким соответствием международным стандартам. И я с удовольствием приезжаю в Душанбе. Вот, я вижу, что проделается огромная работа как внешнеполитическим ведомством Таджикистана, возглавляемым господином Сираджиддином. Раньше фамилия Азал был, сейчас уже он поменял, сейчас не помню. Вот. Ну и, естественно, эта работа возглавляется президентом Таджикистана, уважаемым Эмом Али Рахмоном. И это свидетельствует о том, что они стараются именно постоянно актуализировать вопросы воды в глобальной повестке дня. Вот. Я вижу очень много представителей с разных стран мира, руководителей международных организаций, донорского сообщества. Это свидетельствует о понимании сущности проблем, как нужно решать такие важные проблемы, как водные ресурсы, сотрудничать необходимо именно на глобальном, региональном уровне. Вот. Это говорит об ответственном отношении, особенно в нашем регионе, где вода действительно в контексте изменяющегося климата приобретает все большую и большую ценность. И я думаю, что вот в этом отношении президент Таджикистана и его внешнеполитическое ведомство, оно, понимая вот всю ответственность за этого вопроса, последовательно проводит с 2003 года вот эту повестку дня. Я же говорю, вот, много раз приезжал сюда и видел, что озабоченность вопросами сохранения водных ресурсов, их рационального использования, это не просто на уровне слов. Потому что, я знаю, многие дипломаты, многих стран говорят красивые слова, но ничего не делают. Вот. И их слова, к сожалению, остаются только словами. Вот. А вот в этом отношении чувствуется преемственность вот этих усилий. Уже 2 десятилетия фактически вы ведете вот эти глобальную, так сказать, повестку дня лидерства по вопросам водных ресурсов. Я должен отметить, что в Кыргызстане тоже сейчас, Кыргызстан в 1998 году, еще раньше, инициировал глобальное лидерство по горной повестке дня, провел горный саммит, ввел в глобальную повестку дня именно горные вопросы. Но, к сожалению, по ряду причин в нулевые, десятые годы эта повестка была, как говорится, утеряна, лидерство. И вот сейчас последние годы президент Кыргызстана тоже, так сказать, поднимает этот вопрос, но вопрос на глобальный уровень. Но, к сожалению, я не вижу каких-либо таких конкретных системных последовательных усилий по реализации тех инициатив, которые проводит президент Кыргызстана. Вот так я думаю, что вода и горы, они тесно взаимосвязаны, потому что горы это есть водонапорная башня мира, как говорится в этом. И буквально вот вчера был форум по ледникам, мы обсуждали проблемы таяния ледников в контексте изменения климата. Ситуация тоже такая напряженная. И обсуждали, каким образом нам необходимо выработать вопросы повестки дня, политики по предупреждению, так сказать, вот этих негативных трендов, связанных с повышением температуры, сокращением ледников и, соответственно, сокращением водных ресурсов. Также вот это обсуждали проблему строительства Коштепа, канала Коштепа в Афганистане, что это вызовет дополнительные, так сказать, давление на водные экосистемы Амударьи, я думаю, и Сырдарьи тоже, поскольку на фоне сокращающихся водных ресурсов и увеличивающегося населения региона потребности в воде будут увеличиваться в грядущей перспективе. И нам необходимо совместными усилиями решать эти вопросы. Вот вкратце, что я могу сказать.